Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем кричат вам ангелы с небес? О чем вам необходимо узнать прямо сейчас, когда вы открыли это видео? Случайности не случайны, судьба всегда ведет нас туда, где мы можем получить ответ, совет, либо подсказку. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, груз на спине вы тащите. Ох, кажется, что спина скоро треснет и сломается. Слишком много вы нагрузку на себя взяли, да, слишком высокую. Так неправильно. А еще показывают, что какие-то люди благодаря вам возвышаются. Вы как тонете, а люди возвышаются. Возможно, кому-то позволили по себе пройтись, да, либо стать себе на голову. Вы знаете, очень и очень непростая ситуация сложилась. Вот все, что сейчас с вами происходит, это вы сами себе разрешили, либо вы другим разрешили на вас все эти заботы, тревоги, проблемы скинуть. Возможно, вас обманули, возможно, люди притворялись слабыми, возможно, люди просто из ленности так себя повели. А у вас большое и щедрое сердце, вам всех жалко. И вы вот впряглись в эту повозку, в тележку, и вот с последних сил идете. А дорога, она ведь такая каменистая. И уже ножки в кровь сбили, и спина ломится, да, ломается. И ну вот как запас ресурса, прочности, он заканчивается. Мои хорошие, здесь кричат о том, что вам нужно о себе позаботиться, что вам нужно от половины того, что вы на себя возложили, как минимум, да, половины избавиться. И там очень много, что не ваше, да, вот что должны делать другие люди, а вы просто по благородству души на себя взяли. И ангелы, я вижу, они вам помогают. У вас очень сильный ангел-хранитель. За вами ваш род стоит, но они же не могут вам запретить. Да? Вы же сами делаете выбор, вы сами решаете, как вам жить, что на себя брать, какие проблемы на себя навешивать. Вот надо быть более, наверное, мудрым человеком, более себя любящим человеком. Да? Полюбите себя, и мир вас полюбит, и люди, которые вас окружают, тоже вас полюбят. Вы сами занижаете свою ценность и разрешаете с вами так обращаться, к вам так относиться. Вам нужен отдых, вам нужно полноценное питание. Позвольте себе быть слабым человеком, да? Не тот, кто за всех все решает и на себе все вытягивает, а позвольте себе расслабиться, позвольте себе быть женщиной обычной, либо обычным мужчиной. Поверьте, ваши близкие, либо ваше окружение, они уже обнаглели, они на голову садятся. И если дальше так пойдет, то они же вас и утопят, понимаете? Будут все лезть разом вам на голову, чтобы повысить свой статус, и вы будете тонуть. И ну кто виноват? Ну вы же сами это допустили, вы сами это разрешили. Ну, я не говорю про наглых людей, да, есть, конечно, тут наглые персонажи, которые без спросу на голову лезут. Я говорю и про тех, кто просто пользуется вами, пользуются как щитом, либо пользуются как лестницей, да, лишь бы вот свои проблемы порешать и выкарабкаться, да, выбраться вперед. И еще вижу, что вы кого-то вскормили, буквально вскормили, вырастили, а человек вам за это еще и вину начал ставить, что вы что-то сделали не так, либо могли больше, но сделали меньше, что вообще он вам ничем не обязан, либо она не обязана, что это ваш был прямой долг это делать, да, вот какую-то черную неблагодарность получили. И вот эта черная благодарность, она вас немножко прям, знаете, как по ногам ударила, как подкосила, мне еще идет.
у вас травма есть, да, душевная травма, ну, либо как психологическая травма. Именно из-за вот этой черной неблагодарности вы человека буквально выкормили, вот мне идет на ноги поставили, привели в человеческий вид. А человек вместо благодарности, хотя вы не ждали благодарности, да, но вот вместо благодарности человек вам чернотой заплатил, да, еще вас обвинил, еще и как-то вот, знаете, прям, ой, как самоутверждаться начал за ваш счет. Это очень больно, у меня прям аж грудную клетку сдавило. Не знаю, такое вот прям как жжение даже пошло, да, но это гнев, скорее всего, да, невысказанный гнев, и он прям жжет идет. Слушайте, ну, все в ваших руках, вы можете все разом изменить прям хоть сейчас. Прямо сейчас, да, в это самое мгновение вы можете все изменить. Понятно, что вы не такой человек, что вы не будете делать прямо сейчас. У вас, скорее всего, другой будет путь, поэтапный. Просто надо начать. С чего-то надо начать, хоть даже с каких-то мелочей. Делегируйте, либо назад раздайте, да, пусть люди сами о себе учатся заботиться, пусть сами учатся решать свои проблемы. Вот у кого-то дома такая ужасная ситуация, что прям все соки с вас тянут, а у кого-то, например, на работе, да, там все зарплату получают, премии получают, живут там, в ус не дуют, отдыхают на работе, а вы за всех пашете, как вол. Да, у кого-то вот прям на работе такая ситуация ужасная, паршивая сложилась. Но вы все можете изменить, поверьте. Вы не пропадете, а вот они без вас точно пропадут. Не тащите на себе то, что не ваше. Нельзя так делать, вы же себя угробите. А потом вы говорите: ой, у меня судьба тяжелая. Нет, у вас просто огромное доброе сердце, и вы никому отказать не можете. Вам всех жаль, и вы вот всем помогаете. Я уже много раз говорила, если хочется творить добро, помогайте животным. Животные, они не обманут. Животные, они благородны по своей душе. У них нет хитрости, у них нет вот этой, знаете, притворства. Да? Животные самые честные. Помогайте животным, творите добро. Но есть люди, которым не стоит помогать. Либо люди, которые начинают наглеть, когда вы им начинаете помогать. Больше думайте о себе, полюбите себя и не заметите, как жизнь ваша переменится. Вот она, ваша корона. Видите? Вы должны корону носить. Вы рождены для того, чтобы корону носить. А кто-то родился с короной на голове. Что вы знаете про своих предков? Возможно, вы принадлежите голубой крови, да? К людям с королевской кровью. Ну, корона — это почести, это уважение, это высокий статус. Вы сами от этой короны отказались. А как вам корону нести, если у вас огромный груз за спиной? Неудобненько, да? Поэтому вы корону, значит, сняли, а груз себе на спину положили. Очень неправильно. Сами себя загоняете. Сами себя. Не кто-то, а сами себя. Научитесь любить себя, заботиться о себе в первую очередь, а потом уже все остальное, все остальные. Вот это будет самое правильное. И от короны своей не отказывайтесь. Корона не каждому дана. Не каждый заслужил такое право родиться в короне, либо носить корону, а вы заслужили. Поэтому свою корону носите на себе. Да, она большая, да, она красивая, да, она привлекает внимание, но вы рождены для этого, чтобы во внимании купаться, чтобы вас все любили, чтобы вас уважали, чтобы на руках носили. А вы сознательно от этого отказываетесь. И еще, мои хорошие, говорят, что у вас какие-то особые способности есть. Ну, либо таланты, либо вы что-то знаете на каком-то запредельном профессиональном уровне. То есть вы являетесь обладателем каких-то уникальных способностей, которые большей массе людей вообще не даны, непонятны. Эти люди далеки от этого. А вы это знаете, вы это умеете. И вот такой вопрос к вам: а почему вы этим не пользуетесь? А почему вы это не монетизируете? Ну вот, не обращаете в монету, да? Вы же могли бы на этом очень хорошо зарабатывать, вы же могли бы на этом прославиться, вы же могли бы на этом карьеру сделать, да? Либо бизнес поднять на этом могли. Почему вы этого не делаете? Что заставляет вас тащить на себе чужие проблемы, но при этом быть нереализованным человеком? Может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вас кто-то застращал, либо кто-то вас буквально, скажем так, загипнотизировал, да, либо уверил в том, что вы никто и звать вас никак, и что вы далеки там, от акул бизнеса, либо от каких-то должностей, да, карьеры.
что вы человек маленький, да, где родился, там и пригодился. Вот это ужасно звучит. Нет, человек родился для того, чтобы быть счастливым, и человек должен оказаться там, где он счастлив будет, а не там, где вот он прям привязывает, да, привязывает. Ну, это же когда были эти крепостничества, да, крепостное право, людей так привязывали. Вот где родился, там и пригодился. И голову не поднимай, сиди, будь батраком, пока не уйдешь на тот свет. Это неправильно. Да, я могу предположить, что, может быть, вам это внушили в детстве. Ну, потому что так, как, вас воспитывали так родители, потому что их свои родители так воспитали. Ваши дедушки и бабушки, там, прадедушки, прабабушки. Но времена-то меняются, все меняется, и вы должны меняться. Обязательно. Вот вижу перед собой гениального человека, я не побоюсь этого слова, да, гениального человека, который прозябает, просто погибает от того, что живет чужими проблемами, из-за того, что сам себя назначил ломовой лошадью. То есть вы говорите, ну выхода-то нет, а кто ж, если не я? Да кто угодно. Но почему вы? Вот так задавайте вопрос. Не кто вместо меня, а почему я? Да? Неужели я лучшего не заслуживаю? Заслуживаете, конечно, заслуживаете. Чем больше будете об этом думать, тем больше вам будет открываться, тем будут появляться мощные желания изменить свою жизнь, жить по-другому, применить себя, реализовать себя, раскрыть себя. Да? Вот сейчас вам не хочется ничего, потому что тяжесть, сплошная тяжесть, каждый день как мука, как боль. Да? Вот туда-сюда по аду ходите. А если вы начнете больше думать о себе, задаваться вопросами, искать истину, но у вас же проснется это желание жить, менять свою жизнь, по-другому увидеть себя в этой жизни, да, по-другому реализоваться, раскрыться по-другому. Вот о чем вы должны думать. Вот ангелы буквально наблюдают и плачут, видя, как вы страдаете, плачут, видя, что не могут вам помочь, не могут до вас достучаться, да, достучаться, вот, что ты же можешь изменить свою жизнь. Вот мы что можем, то и делаем, но ты же тоже должна что-то для себя сделать. Здесь конкретное обращение к вам, чтобы вы наконец-таки пришли в себя, очнулись, сбросили с себя этот груз, надели на себя корону и с гордо поднятой головой пошли с расправленными плечами по жизни, да, бодрым шагом. Вот этого хотят ангелы, об этом они вам кричат здесь и сейчас. И это очень-очень важно. Важно для завтрашнего дня, для вашего будущего, для качества и образа вашей жизни. Понимаете? Счастье возможно, оно рядом, но вы от него отвернулись. Вы выбрали жить в проблемах, вместо того, чтобы становиться счастливым либо счастливой. Дальше. Вас предупреждают ангелы о том, что вам не стоит спешить с каким-то выбором. То есть вы сейчас, скорее всего, каждый из вас, да, мается каким-то выбором. То есть вам нужно на что-то решиться, либо что-то выбрать, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться. Вот даже какое-то немножко давление есть. Да? Может, кто-то на вас давит, а может быть, сама так жизнь сложилась, что идет давление. И вот вы ходите и думаете, ну вот что выбрать, как поступить, надо, не надо, стоит, не стоит, делать, не делать. Смотрите, показывают, что лучше обожди, показывают, что будут перемены, которые полностью и перевернут, и вывернут эту ситуацию. И, возможно, и выбирать ничего не нужно будет. Либо выбор станет шире и богаче. Понимаете, сейчас все выглядит очень сырым и таким, знаете, как размытым. Вот почему выбрать не можете? Потому что вы не видите, что будет в конце этого выбора. Вот если я выбираю там согласиться, а что будет за этим согласием? Что это мне даст, либо что это принесет? Окупится ли это? Будет ли это результативно? Вот. Поэтому ваше подсознание вам и не позволяет выбрать. Лучше отказаться от этих мыслей, пустить свою энергию во что-то другое и дождаться этих перемен. А перемены, они уже близко. Ну, близко понятие растяжимое, конечно, да, вы все разные, я не могу вам точную дату назвать, но до конца года это точно произойдет. Событие, которое, ну, либо череда событий, да, может одно, может несколько, которые полностью перевернут эту ситуацию, либо вывернут наизнанку. Понимаете, вот надо дождаться. И опять же, как человек чувствительный, вот меня не покидает мысль, что вы человек либо экстрасенс, либо с задатками экстрасенса. Может, у вас там в роду были сильные биоэнергеты, либо маги, ясновидцы.
целители, да, у вас что-то есть, да, кто-то называет это интуицией, кто-то чуйкой, но оно есть, оно присутствует. Может быть, оно повсеместно и не проявляется, но периодически таки проявляется. Вот вам тоже подсказывают, что пока, наверное, не надо ничего делать. И это правильный совет, правильный. Подождите. Да, пусть все другие делают, там спешат. Очень много таких людей, которые вот там быстро загораются, побежали, там сделали, наделали делов, а потом сидят и плачут. Да, потому что сначала сделали, а потом подумали. А у вас, видите, правильно идет порядок. Вы сначала думаете, а потом уже будете делать. Но и ангелы говорят, не спеши, не надо спешить. Тебе неведомо об этих переменах, а нам ведомо, да, мы знаем, что будут эти перемены. А когда эти перемены придут, все поменяется, вот прям перевернется, понимаете? Вверх ногами все перевернется. И тогда уже будете делать выбор. А может, и не надо будет делать выбор. Может, и так все обойдется. А может, выбор будет богаче, как я уже говорила, да? Просто дождитесь. Сейчас ничего не выбирайте. И ничего по поводу выборов там, либо решений не предпринимайте. Это очень важно. Дождитесь. Как бы тяжело вам не было, лучше дождаться. И еще. Ангелы про какую-то женщину показывают. Женщина, которая хочет вам помочь, либо которая уже начинает вам помогать, либо начала помогать. То есть ее помощь может не ощущаться вот здесь и сейчас, вы ее не ощущаете, либо вы не верите в то, что что-то получится. Но на самом деле придет такой день, придет такой час, когда вы с этой женщиной обнимаетесь. Вы едины как никогда. Все случилось, все получилось, и вы этой женщине очень благодарны будете. Вот за все. За то, что она есть, за то, что вы познакомились, за то, что она что-то сделала. Да? Вот за все ей будете благодарны. Она, может быть, вам ничего не обещает, да? Ничего не говорит, кулаком себя в грудь не бьет. Но я вижу, что ее вес в вашей жизни, он будет очень сильным. И что она сделает для вас очень и очень важную вещь, либо очень много сделает. То, чего вы сами для себя сделать не можете, либо то, чего никто другой не сможет и никогда бы не сделал. Эта женщина сделает. Вы с ней общаетесь, я это вижу. Я не могу сказать, кто она вам. Может, она ваш педагог, может, она ваш, не знаю, лечащий врач, может быть, она ваша подруга, знакомая, не знаю, родственница, в конце концов, сестренка. Да? Ну вот женщина мне идет, мама, может быть, да, кого-то еще. Вот что-то сделает, будете обниматься. Сейчас у вас такое либо ровное отношение к ней, либо даже с недоверием. Словам, ее действиям, да, какое-то недоверие есть. Но эта женщина, она не случайно в вашей жизни появилась. И вообще все не случайно. И поверьте, будет момент, когда вы будете ей чрезмерно благодарны. То есть это человечек, который меняет вашу жизнь, исправляет, восстанавливает, дает вам то, что никто бы не дал, да, никто бы не подумал дать, и не смог бы. Да, вот как-то так мне идет. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так, еще ангелы вам кричат. О том, что вам нужно продолжать то дело, которым занимаетесь. Вот чем вы занимаетесь. Кто-то цветы выращивает, кто-то на работе, на заводе работает, кто-то домохозяин, домохозяйка, да. Вы чем-то занимаетесь. Может, у вас какое-то хобби, вы шьете, вяжете. Кто-то, может, обучается чему-то, да. Говорят, не сдавайся, не бросай, а лучше продолжай. То есть, может быть, у вас такие вот мысли, что что-то у меня там не очень хорошо получается, либо у меня там все уже в застой ушло, уже интерес теряю, либо это никому не надо, там не понадобится, да, может же мысли такие вот все бросить, поменять. Либо вы домохозяйка и думаете, скорее бы на работу выйти, да, там денег больше будет в семье, в доме. Но говорят, что нужно продолжать то, чем вы занимаетесь. Именно продолжать. Сейчас нужно продолжать. Почему, не могу вам объяснить, но нужно продолжать. То есть, возможно, сейчас это именно правильная стратегия в вашей жизни.
И чтобы потом не пожалеть, либо там дров не наломать, да, лучше делать то, что делаете сейчас. Не проблемы носить, а вот именно какой-то труд, какая-то работа. И неважно, что это. Учеба, домашние заботы, как я уже говорила, либо работа на кого-то, работа с чем-то, с кем-то, да, нужно продолжать. Что у вас такие мысли, да, там уйти с работы, потому что там всех сокращают, либо там зарплата небольшая, либо начальник там какой-то угрюмый. Но ангелы говорят, надо продолжать, пока продолжай. Дальше показывают какую-то поездку, либо возможность куда-то поехать. Смотрите, у одних отыграется, что появится возможность куда-то поехать. Обязательно поезжайте. Вот ехать прям надо. Если у вас уже запланированная поездка, то она точно состоится. Если вы думаете о какой-то поездке, то вы поедете, да, надо ехать. Вот дорога как-то хорошо на вас влияет, либо место, куда вы поедете, хорошо повлияет. Вот ехать надо, да? Обязательно поезжайте. Дальше. Показывают ваших обидчиков. Какие-то хороводы водят. Довольные, счастливые, такие, знаете, лица аж румяные. Рано радуются ваши обидчики. Они-то думают, что им все с рук сошло, да, как с гуся вода, но на самом деле уже для них как путь предопределен. И сейчас они веселые, нарядные, хороводы водят, песни поют. Но все их дороги, они как будто бы к обрыву ведут. И от этого обрыва, да, от этой пропасти их никто и ничто не спасет. Что бы они ни делали, там, ставили на себя защиту, закрывали себя там свитками, молитвами, ритуалами, обрядами. Ничего их не спасет. И опять же, танцует и смеется тот, кто это делает последним. Вам сейчас точно не смешно, а вот им очень смешно. Вот. Сколько бы их ни было, что бы они ни сделали, ну вот идет, что они торжествуют. Но торжествовать им недолго. Знаете, как мне показано, вот идет ощущение, что когда эти люди прям уверятся на все 100% в своей безнаказанности, когда у этих людей что-то в жизни, вот знаете, как накопится, наберется, когда будет что терять, вот, когда будет что конкретно терять, болезненно терять, вот тогда с ними все и произойдет. Может быть, со всеми сразу в один момент. Может быть, будет происходить с разными людьми в разные моменты, да, в разные этапы. Но им будет что терять. И от этого их боль, она кратно усилится. Да? Сейчас, возможно, не столько много у них есть, не столько много там гордости у них, да, удовольствия. А вот когда будет на все 100, тогда и начнется судный день для них. Вот все дороги в пропасть ведут. И куда бы они ни шли, направо, налево, там, не знаю, не взлетали бы вверх, либо наоборот там углубляли землю, все равно они около этой пропасти окажутся и будут туда падать, в эту пропасть. А если ты уже упал, то навряд ли тебя кто-то оттуда вытащит. Это только высшие силы могут помочь из пропасти выбраться. Люди не смогут помочь. Не смогут абсолютно. Еще какая-то проблема с деньгами у кого-то есть, и проблема достаточно острая. Либо вам какие-то большие суммы денег нужны, либо вы, в принципе, да, достаточно скромно живете. Не живете, выживаете, наверное, да, на такие деньги нельзя жить, на них можно только лишь выживать. Может быть еще ситуация, что вы как-то без денег остались, ну, в силу каких-то обстоятельств, опять же таки. Смотрите, во-первых, показывают, что есть добрые люди. Может, это спонсоры, может, меценаты, может быть, какие-то благотворители, а может быть, это те, которые в вас поверят, и те, которые помогут вам, да, каких-то добрых людей показывают. И показывают, что у вас ваш этот финансовый поток, он по капельке прям в ручеек превращается. Ну, по капельке, конечно, это медленно, но зато надежно. Понимаете, могут воду сильно опустить, да, она вся вытечет и все, и дальше воды не будет. А у вас прям по капельке, и целый ручеек получается. То есть такого, что в один момент вы богатым становитесь, я не вижу. По капельке идет, по копеечке, по монеточке, да. Вот как-то так показано. И еще показано, что тот, кто рядом с вами, либо есть, либо будет,
У многих уже есть, да, кто-то рядом. Неважно, это ваш партнер, либо это там ребенок, кто-то еще, там братья, сестры. А у кого-то это будущий человек, да, кто рядом с вами встанет по судьбе, по судьбе. Вот этот человек будет при деньгах, либо у этого человека очень хорошие деньги на руках будут. И этот человек будет с вами делиться, либо у вас будет общий бюджет, либо хорошая помощь пойдет. Вот, кстати, про детей еще очень классно показано, что родители и дети местами меняются. Допустим, сейчас ваши дети маленькие, да, ну, либо там подростки, не знаю, только лишь там пытаются встать на ноги. И вы очень много вложили в своих детей. Там учеба, спорт, репетиторы, там одежда, аксессуары, да, ну, как бы не будем мелочиться, да, вот все, что вы детям дали, ваши дети в будущем вам вернут, и вернут тоже сторицей. То есть ваши дети будут о вас заботиться. Это тоже здесь уже показано. Даже если ваш ребенок сейчас не подает никаких надежд, скажем так, хотя это неправильно говорить, ну, бывает, да, там не с той компанией связался, либо там какая-то безработица, да, какие-то есть проблемы серьезные там, с учебой, то в будущем я вижу, что местами меняетесь. То есть все-таки ребенок пробьется, прорвется и станет на ноги, будет неплохо жить и будет вам помогать. Это я вижу. Да, у кого-то дети, у кого-то, может, младшие родственники, о ком вы заботились, как о детях. Ну, вот как-то так еще идет. Так, ближе к венцу. Раз звезда, два звезда. И вы тут, смотрите, на лошади к звездам скачете. А вернее, вы будете их подбирать, эти звезды. Ну, лошадь — это символ работы, труда. Опять же, не пугайтесь, это не значит, что вам нужно там будет работать всю жизнь на кого-то. Может, это ваше собственное дело, ваш бизнес, там, подработка в конце концов, хобби, увлечение, то, что вам деньги будут приносить, либо удовольствие. Видите, вы две огромных звезды подберете, а звезды необычные, они пятиконечные. Это прям очень хорошо, очень и очень хорошо. Ну, а кто мечтает о карьере, либо про успешный бизнес мечтают, ну, это прям вам прямой знак к тому, что будете скакать, в гору будете скакать, и еще и будете звезды подбирать. Большие, крупные звезды. Это ваши звезды. Ваш статус, ваше положение, ваша награда, вознаграждение, да, материальное положение, успех, да, вот это все вы будете забирать. Так, и еще показывают подарок. Это что-то небольшое. Тот, кто вас искренне любит, сделает вам подарок. Это что-то небольшое. Не могу сказать, что. Может быть, что угодно. Начиная там от каких-то колечек, заканчивая какими-то брелками. Может быть, какая-то брошь. Ну, что угодно может быть. Но тот, кто искренне по-настоящему вас любит, подарит вам этот подарок. И этот подарок станет вашим и талисманом, и оберегом. Энергетика любви сработает для вас как талисман, как оберег. И вы прям это почувствуете. Даже вот если вы эту вещь взяли, перед вами там двери открываются, люди с вами добры, милые, открыты. А как вещь эту не берете, так какие-то неприятные моменты происходят. Вы это поймете, вы это почувствуете. Берегите эту вещь и старайтесь, чтобы эта вещь всегда была рядом. Если нет возможности рядом носить, ну мало ли, что там вам подарят, тогда пусть эта вещь хранится в ваших вещах, личных вещах. Ну, допустим, там белье. Извините за такие подробности, да, но вот будет работать. А так, конечно, нужно носить с собой. Подарок любви показан. И он работает как оберег, и также работает как талисман на удачу. Тот, кто любит, вам подарит. Подарит либо сейчас, в ближайшее время, либо чуть позже. Может, этого человека еще нет в вашей жизни, кто вас по-настоящему искренне любит. Может, только лишь появится. Но вот вижу подарок. Подарок, который ваш оберег и ваш талисман. Носите с собой, и эта вещь действительно будет для вас работать. Работать точно как часы, швейцарские часы.
Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.